весной вечерочек, повеста с волости пришла. В повестке было написано, одному из трех братьев служи. О старшего жена и дети, ему нельзя идти служить, а младший брат годами молод, ему нельзя в приемной быть, а средний брат пошел за платой, наверно, очередь моя. Старопрежнее то время Смешной день, солдаты забирали на 25 годиков. Беда-то какая в семью прикатила. Реву-то было, матери ревут, братья ревут, сестры, а у которого жонка даже была такие, ребятишки ревут, и жена ревут, белубы ревут. А что поделать? Отечество надо защищать. Вон у нас с Архангельской-то губернии за первые это 10 лет около 20 тысяч рекрутов шло на царскую службу. А для нашего-то люда это порако много. Ну и все пошло своим чередом. Рекрут рекрутит, гуля напропалую. От работы его до 3 месяцев освобождали. А что родителям? Прощальный пир готовить. Всю родню надо пригласить, всех знакомых, всех надо угостить, накормить. А как у нас повелось? Что на похоронах, что на спроводинах, чтоб 22 перемены не менее было за столом-то. А на последнюю перемену кашу выносит. Это выгодное блюдо. Гости-то все так кладут, есть. Парень соберет деньги. Вот вам мои дорогие родители, мать и отец, мои последние зависти. А дальше рекрута под ручки возьмут так и по всей деревне везут. Парни да девки, а мать-то там или жонки сзади тащат. У них уже силы-то нет. В каждый двор зайдет, с каждым попрощается. От мала до стара, всех поименно. У старых прощения попросит. И все. А далее отец, или старший брат, или крестный. До города повезут. Зимой-то на конях, а летом-то на плотах, чтоб не сбег, куда парень-то. ой, да, хаты